I now invite the chairperson of the Constitutional Court of Kazakhstan, Her Excellency, Mrs. Elvira Azmova. Your Excellency, you have the floor. Уважаемые дамы и господа, сегодня весь мир отмечает 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, которая ставит во главу угла спасение грядущих поколений от бедствий войны, предотвращение конфликтов и укрепление мира. В контексте дискуссии отмечу несколько ключевых факторов обеспечения международного мира и безопасности. Во-первых, это незыблемая приверженность защите прав и фундаментальных свобод. Права человека всегда должны служить универсальным инструментом предотвращения конфликтов, разрешения споров и устойчивого мира. Во-вторых, основополагающее значение достижения экономического, социального прогресса и развития, основа доступа людей к качественным государственным услугам, борьбы с коррупцией, сдерживания злоупотребления властью и установления общественного договора имеет верховенство права. В-третьих, приверженность каждого участника международных отношений целям и принципам Устава ООН, нацеленность на мирное урегулирование споров и конфликтов. Уважаемые дамы и господа, Казахстан – это страна, всегда выступающая за мирное разрешение споров и призывающая к диалогу с искренним желанием внести свой вклад в вопросах мира и безопасности. На заре своей независимости, прислушавшись к мнению народа, моя страна добровольно отказалась от огромного ядерного арсенала и стала активным участником антиядерного движения. В ходе 54-й сессии Совета ООН по правам человека мы со своими партнерами, активными сторонниками этого движения, впервые представили совместное заявление с призывом к международному сообществу уважать неотъемлемое право на жизнь без ядерной угрозы. Казахстан, расположенный в сердце евразийского континента, в котором гармонично сплелись различные культуры и религии, очень дорожит своим миром и культурой толерантности. Мы убеждены, что их поддержание основывается на ценностях свободы человека, человеческом достоинстве и равенстве между всеми членами сообщества. В октябре текущего года Казахстан представил Совету ООН по правам человека резолюцию «Обеспечение качественного образования во имя мира и толерантности для каждого ребенка». Она была принята консенсусом и получила коспонсорство 126 стран. Главной целью этой инициативы является воспитание и обучение молодого поколения важности прав человека, идеям мира и толерантности. В этом ключе Казахстан поддерживает призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара по правам человека поставить во главу угла ценность человеческой жизни и достоинства, использовать преобразующую превентивную роль прав человека в вопросах мира и безопасности. Thank you very much.